как я уже говорила, я человек местный, казановская. Вот эта гора у нас называется Аар, которую я на языке санскрит нашла. Аар означает жилище богов. Я тому верю, потому что завтра вас поведут на экскурсию вот на раскопки. Там круглые, солнце видные будут раскопки. И, ну, бывает иногда, контактирую как местные жители. Оттуда, конечно, все наши предки, потому что мы все... Вот тут вот в этом треугольнике был Алмай Нагашевых, про который Еремин говорит, что это энергетический треугольник, где ни одна аппаратура не работает. Там, конечно, нас все знают. Они показывали вот эту гору Аар. Ну, так, чтобы совсем не раскрывать всех секретов, просто скажу, что вот представьте Титаник. Каждая каюта имеет свое окошко света, да? Вот здесь такой же 5-звездочный отель. До самой верхушки у каждого есть свое окошко. Ну и еще и есть другие свидетельства того, что на этой территории все живо. Здесь есть тропы. Поэтому, когда я читаю, что Будда говорил воду, если хочешь выпить воды, ты попроси, что у тебя засуха, и ты хочешь попить водички. А потом не забудь поблагодарить, потому что не ты создал воду, а пить хочешь ты. Вот на этой территории все эти легенды живы, и они есть на самом деле. Тому есть множество свидетельств, потому что непроявлено не означает несуществующее, да. Если у кого-то нет уровня, вот нету, как, если прямо говорить ясновидения, если я не вижу того, значит, это не означает, что этого нет рядом. Поэтому я, когда читаю эпосы, я читаю 100% верой. Потому что я в ту эпоху не жила, как тогда то было, я не знаю. Но когда в эпосе встречается Хайджи, я считаю, это тот человек, который уже владеет, уже у него уровень, когда у него ясновидение, яснослышание. Поэтому он, когда пишет, что на шестиструнном чадхане, сделав его конем, я поднимаюсь как хайлах, как чайка, поднимаюсь на те небеса или за каким-то богатырем. Прибыл я на жилище священного хана или Алтын-хана, да. Алтын — это не в смысле золотой, а в смысле святой, священный. Поэтому дальше Хайджи как пишет: открываю дверь, захожу, и вот у нас очень много споров, да, печка, стол, сметана, мы все спорим, что думаем, что это русские слова. Когда я в Абакан прибыла в город, конечно, у нас было много споров, когда мы все время в затылок получали замечание, что мы неправильно произносим русские слова. Но когда я начала образцы словаря Радлова читать, мне было смешно. После этого я успокоилась. Во все эти споры я уже не вступаю, потому что я уже уверена в том, что в трудах Катанова, когда я начала читать ойратские, ишорские, алтайские эпосы, там четко написано: захожу я в юрту, у стол пазанда аханот, то есть это, если в сегодняшнем современном языке 21 века есть слово устыржи, то есть управляющий, да, правитель, устыржи, и если есть устол, место, за которым он сидит, значит, это устол,
это, если это устол, а тот человек, который за столом сидит, он устол же, то есть он правитель, а это место правления. То есть это рабочее его место. И еще одно слово, которое меня сильно поразило и удивило, это слово «кут». Вот у нас у хакасов деловых на деловых говорят «кутенчикзы», да? «Кутенчи». Я думала, что он такой, знаете, быстрый, энергичный, деловой. «Кутенчикзы». И какой-то отрицательный был такой привкус у этого слова. Да, какой-то, да. Нет. Кут. Кут это власть. Кутенчикзы это значит власть, имеющий, который правит, который управляет, который руководит большим количеством людей. Представляете? А мы в современном, ну очень много же в русском словаре, допустим, есть слово скопидом. Он тоже стал уже отрицательным в современном мире, да? А скопидом, это же скопидом. Это же очень много положительных качеств у человека, да? Ну, в общем, и вторая сторона. Первая сторона это то, что я поняла, что хайджи это человек видящий и слышащий. Он не сочинитель. Хайджи это не сочинитель. Он впрямую подключенный человек к каким-то там небесам. У каждого от своего уровня раскрытия, конечно, зависит. Он видящий и он сказитель. Он сказывает то, что видит. Он за героем может устремиться. Есть конкретные эпосы, где, допустим, сказитель все время... Вот очень мне нравится, когда так слагается эпос, сказание, когда хайджи говорит, вот этот поехал жениться. Я его оставляю, возвращаюсь, а посмотрю-ка я, что этот делает. И он прямо пишет, вот я взлетел на 3-е небо, открываю дверь, а тут такое, тут, значит, этот сидит, там то-то, то. И после таких находок в сказаниях я теперь, конечно, ну, иного хода у меня нету, поэтому я беру и читаю 100% верой. Потому что я не могу подвергать это отрицанию, меня там не было, я не знаю. И у меня единственная возможность остается верить хайджи, потому что у него есть подключение, он это видел и сказывал то, что видит. То есть ему некогда сочинять. У него высокая скорость, он устремляется на этих высокоскоростных конях, лошадях. И, естественно, хайджи, когда идут бои, допустим, он сопереживает, делает хай, помогает народу раскрыть свои сердца в сопереживаниях, да. Но меня еще очень привлекает, почему я так увлеклась эпосами, волшебство, волшебные моменты. Вот сегодня 21 век. Я, допустим, никак не могла раньше понять, как это Бог про нас все знает. Ну как это может Он про меня все знать, когда там что-то случается, у третьего что-то, он же за всеми не может наблюдать, пока японцы не изобрели жидкокристаллический экран. И потом эти же японцы не сказали, что вот я умылся, зубы почистил, выплюнул, водичка, анализ взяла, и попал анализ сразу в поликлинику. Врач знает, что у тебя там кариус, допустим, и вызывают на лечение. Когда я прочитала в 21 веке уже, конечно, об этих технических явлениях, я вот люблю рассматривать планету сверху. Когда на планету смотришь, это же жидкокристаллический экран. Океан – это жидкокристаллический экран. И вот ты почистил зубы, выплюнул, капля содержит всю информацию о тебе. Капля – это море. Капля попадает в море. Ну, как-то так. Для себя я это все решила. И Харахан, когда... Есть такой эпос, где Харахан
устремился на битву с Эрликханом, и там есть такое описание. Посередине Черного моря вдруг открылся вот такой труба, такая, провальный такой канал. Они с сыновьями, с внуками запрыгивают туда, устремляются и попадают на территорию Эрликхана. И когда он его ловит, конечно, они побеждают. Когда он его ловит, он ему отрезает только мизинец. А молодое поколение, его сын и внук, конечно, они люди молодые и, как это сказать, как у нас в молодости бывает несдержанность, сила есть, и хотели они сразу этого Эрликхана погубить. А дед говорит Эрликхану, говорит: тебя создал Бог и меня создал Бог. Поэтому мы на равных, не имею я права тебя уничтожать, потому что ты создание Божие. Но я отрезаю тебе мизинчик, напоминание о том, чтобы ты был побежден и не имеешь права больше никогда начинать войну. И он вот такой великий урок дает своим последующим поколениям. И тут вдруг в новостях, в интернете появляется на Черном море вот такую же дыру я вижу. Кто-то снимает его сверху. О, это что такое? Туда-сюда. А я так думаю, интересно. А в эпосе это описание я уже встречаю. Потом в 2020 году последний эпос Кадышева «Үштүлге шиткан агоятты айханат» вышел. Мы начали его читать со своими зрителями. В общем, тоже очень удивительный эпос. Я вот тоже, когда начала читать, это даже больше меня убедило, что Хайджи – это человек, который посвященный. Он посвящен во все тайны. Это зависит только от уровня посвящения. Потому что, наверное, они тоже имеют какие-то свои табу, свои законы. И я думаю, к концу жизни Кадышев все-таки, видимо, достиг такого уровня, что когда читаешь этот эпос, он начинается с того, что в юрте колыбелька, и в колыбели мальчик, завязанный весь. И идет описание, как он поворачивает голову. Он повернул голову, посмотрел, повернул в другую сторону, посмотрел. И как мы сегодня знаем, что 80% информации проходит через глаза, да? А потом в последующем родители обучают ребенка, ему все объяснять, что вот это папа, вот это мама, вот это пап, а вот это нана, тата. И, в общем, все это объяснение начинается с одной буквы. Я вот всегда говорю, когда хакасский язык обучать с ребенком, как человеческий язык зарождался с одной буквы, с одного звука, потом добавляется второй, когда ребенок становится чуть смышленнее, мы добавляем второй звук и говорим ма, ал, ис. Ис это пей, ал это бери, ма это тоже бери. Потом, когда ребенок подрастает чуть больше, мы добавляем третью букву постепенно. Мы говорим киль, чат, пар. И дальше четвертую букву, пятую. А когда мы сегодня взрослые в 21 веке, нас вообще не остановить. Мы целый день трандачим. Поток у нас целый этот идет ручей. В общем, дальше он описывает, что ребенок видит в юрте тепло, он ощущает, это его чувство, ощущение. Потом он видит, что кипит казан, в казане суп, он ощущать начинает ароматы и понимает, что он голоден. То есть все на уровне физиологических. Это вот такое подробное описание
Единственное, что еще в юрте есть, стрела с луком. Я сначала удивилась. Я думаю, в юрте много чего бывает, а почему Кадышев именно оставляет стрелу с луком? На это только обращает внимание. Потом я случайно в своих записях увидела, что у всех народностей наскальные рисунки, где мы видим рогатого тура и рядом лучника, или просто лучника, или просто тура, это означает, оказывается, искатель света. То есть это, если мы на скальном рисунке видим лучника, и где-то там у него козы бегают, рогатые туры, это все знаки искателя света. А что такое искатель света? То есть человек пришел на белый свет, родился, и он должен куда-то устремиться, да? Он должен устремиться, усовершенствоваться, кем-то стать, чего-то достичь. Ну, ближайшим планом становится стать мужчиной, а в этом эпосе стать богатырем. Потом он вернуть ему все, что было угнано, когда-то завоевано, вернуть мать на родину и восстановить гармонию на белом свете. И, естественно, он достигает вот этого звания всемогущего богатыря. И вот удивляет тоже такой большой вопрос. Я, конечно, текст этого эпоса уже прочитала на один раз, но там сидеть и разговаривать есть очень много дней, очень много часов, которые можно сидеть. И там в этом эпосе еще очень любопытная вещь, которую тоже хочу задеть эту тему, потому что в каждом эпосе есть описание продуктов питания. Там есть, как он плененную свою маму находит на территории Харахана, черного хана. Она уже изнемождена и почти уже не помнит ни себя при смерти. Но она говорит: у меня, говорит, грудь наполнилась молоком, наверное, говорит, к тому, что мой сын приближается. Он с рождения, конечно, не знал ни матери, ни отца. Вот тут, когда находит мать на чужбине на территории черного хана, который когда-то убил его отца и угнал народ и богатство все забрал. Когда он попробовал материнское молоко, есть такое четкое указание на то, что у него богатырская сила пребывает. И самое главное, у него сознание, он приходит в сознание, как сказать, как это объяснить, до этого он, росший без матери, без одежды и без питания, то есть маленький ребенок не умеет, не знает, как это называется. Вот, допустим, если я вижу этот предмет, я знаю сегодня, что он белый, но когда мне не подскажут, что он белый, что вот этот цвет белый, что когда рядом нету человека, ни матери, ни отца и никого, который может подсказать, что это белый, а это черный, то человек этого не может знать, оказывается. Вот об этом Кадышев хочет нам сказать. Вот когда он попробовал материнское молоко, он начинает все это понимать. И в нем пребывает богатырская сила. Тогда он выходит на гору и бросает вот этот боевой клич, который тройной считается. Клич бросает, тогда выходят враги, он всех побеждает, делает телегу, привозит мать на родину, мать добирается на родину, но умирает, ее захоранивает рядом с отцом. В общем, еще один такой продукт есть, который в эпосе Айхучен
описание очень подробное дает Хайджи, когда... Жалко, конечно, планету, что когда-то все было волшебно, все было иначе. То есть атомное соединение воды и воздуха в 21 веке поменялось. Мы уже живем совсем при другом воздухе, кислороде. Дышим, конечно, мы уже при другом соединении атомов. Может быть, поэтому многие не могут уже ассимилировать вот этот кислород и пропустить через себя вот эту энергетику. Поэтому кто-то, конечно, легкие не справляются. Об этом тоже надо задуматься, потому что атом воды тоже изменился. И если мы употребляем другую воду и дышим другим воздухом, стало быть, мы тоже меняемся. Потому что это по закону физики, как из одной колбы выдавить другую воду, да? Пускаем чистую воду, грязную выдавливаем. Если человек заболевает, всего лишь надо найти тот чистый родник и начинать его употреблять. И вот этот чистый родник выдавить может грязное, все грязное, болезненное с вашего организма. А самый полезный родник для человека – это тот родник, тот колодец, который употребляла мама твоя, которая, когда была тобой беременна. Из чего ты состоишь, из какой воды ты состоишь. Потому что 80% мы состоим из воды. Надо искать тот колодец, тот родник, который ты употреблял, а не тот, который там аржан или еще что-нибудь, или там ессентуки. Если ты там не родился и не пил, его в тебе нету, этих элементов, химических микроэлементов, то он не твоя вода, понимаешь? Надо найти, ехать на родину. Это я из личного опыта вам говорю. Это работает. В общем, спасибо блогерам. Я увидела воочию, ну, через экран, конечно, вот эту красную девушку. Но сегодня бассейн пуст. Жалко, конечно. И блогеру было жалко. Он хотел тоже попробовать это все. Третье чудо, которое я недавно только, когда читала «Үш чөлге шиткан», «Үш» это по кызыльскому диалекту 3. То есть агой от, агой. Агой это белесый, белосоврасый, белый какой-то, ну, в общем, белый какой-то масти. Кони у всех, у очень многих богатырей почему-то есть описание агой от. И я вот, когда читала Кадышева агой от, 3 поколения, но не надо думать, что 3 поколения – это наше поколение, которое мы живем от силы 82-3 года, да? Ну, 90, ну, 100, да, даже если возьмем. В то время богатыри жили 800 тысяч лет. Даже больше, может быть, да? И поэтому вот этот агой-ат, описание агой-ата, они стоят в горах, закрытые. Как он находит... Айханату сказали, твоего коня, твою одежду, твое снаряжение боевое найдет стрела. Вот эта стрела, которую он увидел в колыбели, лук и стрела. Когда ты читаешь табылгына нитка нокша из тальника, да, и табылгы суган, и думаешь, ну, табылга, такой же, из той же тальника, из того же тальника сделана стрела. Это одна строка написана. Табылгына ниткан, табылга суган. Когда второй раз встречаешься, идет дополнение. Оказывается, у этой стрелы есть табылгазы. Это вот мы огонь высекаем и поджигаем его. Там даже есть описание, что у него есть веревочка, которая поджигается, да? Дальше описание, что она взлетает, имеет след черный. И 40 саженей одно крыло вот этого коршуна, он срезает ему одно крыло металлическое. Так это сразу не тальниковая стрела. И я думаю, что это за стрела такая? Ладно, думаю, не буду я сильно тут это фантазировать. Третья встреча, описание с этой стрелы начинается с того, что мальчику говорят: стрела тебе найдет.
Он смотрит на эту стрелу, говорит: сказали, ты мне коня найдешь, снаряжение, одежду, все. И описывается Хайджи так. Айхан от стреле говорит: иди ищи мне лошадь, да, и запускает. Я думаю, ну, опять же, если бы я уже не дожила до 21 века и не увидела вот эти ракеты, программируемые на голос, на зрачок или на пальчик, вот если бы гаджеты наши не появились, и я бы не знала, что это возможно, когда читаешь эпос, об этом догадаться нельзя. Ладно, со мной многие спорят, говорят, что это не так. А ты разве не знаешь, что были стрелы у монголов, которые поджигались, летели, их поджигали, они летели, и там взрывались, делали пожар, да? Я говорю, ну хорошо, это было уже вот в поздние века, когда уже пошли войной, да, до Италии. Допустим, такая стрела. Говорю, нет. У Хайджи, говорю, стрела после, когда уже Айханат борется, там темные силы, конечно, прибыли всегда, узнали, где хранится его душа, начали нападать. Айханат сам борется. Его жена, у него 2 жены, а тут одна дочь звезды. Это тоже самые удивительные вещи, конечно, когда звезды спускались с небес на землю. Иногда они были прокляты на 40 лет, на испытания. Ну, это называется прокляты, я думаю, они сами выбирали свою судьбу, приходили на планету Земля. То есть это добровольное жертвоприношение, такое добровольное желание пройти путь. Иные же говорят, что жизнь на Земле – это ад. Это для небесных существ, которые они выбирают, потому что считается, что на Земле пройти путь за одну человеческую жизнь лучше, чем ты на Венере будешь 100 лет пребывать в полном блаженстве, и ты не пройдешь все вот эти испытания, которые на Земле можно очень быстро пройти и заслужить себе очень высокий уровень. Поэтому иногда небесные существа выбирают, конечно, жизнь на Земле, браки на Земле. Вот такие девушки, которые помогают, они обычно здесь на Земле тоже, вот эта самая волшебная сторона, смешная, интересная, тоже удивительная, так как мы все с детства вырастаем на сказках, и вот здесь в сказаниях очень много таких сказочных героев. Допустим, герою говорят, что ну, почему-то всегда девушки разумнее. Ну, может быть, эпоха такая была, а может быть, на самом деле девушки спускались, женились тоже на земных богатырях и были, конечно, разумнее. Все знали. Это все-таки эволюционные цивилизационные периоды. В одном периоде так, в другом так, в третьем вот... В смысле матриархат, патриархат, вот эти все периоды, они присутствуют. И в сказаниях они тоже, конечно, разного периода сказания, поэтому надо тоже разбираться, какого периода сказания, кто герой. Допустим, герой собрался в путь в Нижний мир. Надо было возвращать ему... И жена ему говорит, он сел уже на коня, собирается уезжать, жена вдруг выходит с мешком сухарей, засушенных. Богатырь разворачивает конь и говорит, где это видано, чтобы богатырь да сухарями. Жена говорит, стой, стой, это не тебе. И рассказывает его путь. Она ему весь его путь сказывает, каждый его шаг, где и как себя вести. Если богатырь не выполняет наказание сестры или жены или матери,
он, конечно, потом попадает в великое испытание, и если он дальше ничего не понимает, то обычно они получают от богов проклятие. В каком виде? Сам ты превратишься в синий камень, а конь твой превратится в зеленый камень, когда ты вернешься домой и вступишь на родовую гору, да, и это на самом деле происходит в эпосе Албынджи Хулатая, там очень хорошее описание такого нарушения космических конов, потому что эти коны же, они спущены богами, и никому не позволено было нарушать. А сегодня мы, человеки, живем по законами, да. В общем, очень интересное описание. Этот богатырь с этими сухарями едет, подъезжает на то место. Жена ему сказала: зайдешь, увидишь, говорит, лежать будет бабушка. Одно ухо постелила, другим укрылась. И пыль, говорит, на ней будет многовековая. Да, говорит, ты пыль смахни. Торбас, как называется? Мох, ну, все, в общем, очистишь ее всю от пыли, от мха столетнего, поднимешь, говорит, посадишь и высыпи сразу, говорит, все мешки с сухарями и сиди, жди. Он заходит, на самом деле лежит такое интересное существо. Он поднимает ее, сажает, почистил и сухари. И жена говорит, это вот Хугат, баба-ёшка, так скажем, да, ласково, говорит, когда, говорит, спросит, сам додумался или жена подсказала? Говорит, сам додумался, скажи. Ну, в общем, он все это так делает. Потом эта баба-ёшка ему говорит, короче, говорит, я помочь тебе впрямую не могу, потому что за мной следят, говорит, чаяны, потому что я наказана, поэтому вынуждена здесь вот столетиями вот так вот, понимаешь, это у них хубулжехтар называется, они все умеют же превращаться, опять же, каждый богатырь может превратиться, я думаю, только в то существо, потому что у них разные преображения. Он может по ДНК, вы же знаете, как современные люди, да, мы с наукой все знакомы, что за 9 месяцев человеческое зародыш проходит всю эволюцию человеческую, не только человеческую, всю эволюцию земную, да, и если человек рождался когда-то в те эпохи, был камнем, потом в растительную эпоху, если он рождался каким-нибудь растительным, потом в животном мире кем-то рождался, потом человеком. Если рождается, то он может преображаться. У него есть в ДНК этот код, и он может преобразиться голубым, или ящерицей, или змеей, или растением. Мы же из сказки «Варвара, краса, длинная коса» же знаем, как это бывает, да? И в сказаниях все эти явления тоже есть, я думаю, именно потому, что в ДНК есть, кем он в прошлых жизнях был, поэтому у него есть вот эта способность. В другие он не может преображаться. В общем, и тут эта баба-ёшка ему говорит, ты, говорит, сейчас пойдешь, спустишься в то место, куда идешь. Когда там будешь, говорит, ты своего этого чистого мужа сестры заберешь и отойдешь, говорит, на гору, и там стой. Будут идти, говорит, 60 богатырей. Сначала 70 богатырей, говорит, пойдут рядком и, говорит, похабную частушку будут петь. Но ты не рассердись, говорит, и не стукни, потому что сила-то мощная, говорит. Сдержи, говорит, себя. Потом, говорит, если ты первых пропустишь, сдержишь себя, говорит, вторые пойдут 60 богатырей. И вот тут, когда идет описание
на каком-то уровне нижнего мира 60-70 богатырей, тут надо понимать тоже вот эту вот физику, на каком уровне, надо понимать, на каком уровне, математику надо включать, на каком уровне, как цифры умножаются нули, и где они сокращаются, где единица становится десяткой, а десятка становится сотней. Вот эти в эпосах, в сказаниях есть вот эти моменты математические, физические, химические. То есть тут надо все знания подключать, всю науку. Не хватает знаний физико-химических, так сказать, все объяснить. В общем, все, как сказали, они сделали, отошли, смотрят, идут 70 богатырей и поют тахпах. Говорят, ну поют похабно, говорят, ай, твою жену заберем, и в общем она будет наша. Ты думаешь, ты такой герой, а вот фиг тебе, наша будет твоя бабенка. Ну что-то такое. Этот не выдержал. Взял, как даст 70 богатырям. Вот почему про математику говорю. Из 70 богатырей, когда получили удар, стало 7 богатырей. Из 60, когда долбанул, стало 6. То есть это вот какое-то место, где вот эта математика, вот это вот работает все. То есть это вполне реальные вещи. Если физики бы были математики, они бы нам точно бы объяснили. Потом Баба Ёшка рассказывала, говорит, потом придет барс, нижняя челюсть, говорит, по земле будет волочиться, а верхнее небо подпирать, говорит. А ты стой и не лезь никуда. Вот этот барс, говорит, пойдет, и эти 60 богатырей съест, 70 съест. Потом, говорит, он пойдет, зайдет в ту юрту, куда, говорит, черная лиса забежала. Когда, говорит, этот барс зайдет в юрту, оттуда, говорит, черная лиса выбежит. И побежит, говорит, нырнет в Черное море. Потом за ней другая, говорит, рыжая выбежит, нырнет в свое Черное море. А вот интересно, откроете интернет и посмотрите компьютерную графику дна Черного моря без воды. Есть такая картинка в интернете, дно Черного моря. Воду убрали и показывают. Вот чистая скважина, она идет вот так лестнично, лестнично, лестнично. И вот где Крым, остров Крым, там самое глубокое место. И там есть описание же, они выбегают. Это самый нижний, 9-й, нижний уровень неба, земли, подземного мира, когда самая нижняя хувот, богатыри сильнейшие, когда туда приходят, когда за душой богатыря затох с турлығын, за 9 жаворонками в каком-то сказании спускается. Тут тоже за душой на такой нижний уровень может спуститься только очень сильный, конечно, очень высокого уровня богатырь, который может из своего волоса сделать себе подобного и поставить на сухую траву. И если трава не прогнется, то нижние верят, что он душа умершего человека. Если он пробежит по золе и не поднимется зола, они вот по таким испытаниям, пропуская через такие испытания, очень сложные, понимают, что ты на самом деле душа умершего человека, а не тот богатырь, который прибыл за душой умершего своего там родственника. И, в общем, это самого высокого Алтон Читон Сумелега Алыптар называется. Вот Читон Сумелега Алыптар могли делать такие путешествия. И тут в сказаниях есть такое описание, когда вот компьютерную вот графику вот эту смотришь, дна Черного моря, остров Крым, и вот можно прибежать, нырнуть, и самое глубокое место было. А почему я про остров Крым говорю? Потому что даже в Алтынарах, когда мы читаем,
шестиглавая священная скала, вот эта серебряная, да, которая рассыпается белым песком, когда забирает своего богатыря. Там есть описание Киром сын. Как-то мне Александр Иванович сказал, что Киром это и есть Крым. Не знаю, точно это нет, но вот такие есть описания. То есть есть описание, допустим, ты, когда читаешь, думаешь, было или не было, правда или неправда. И, в общем, а вот встречается Кёкханда, по-моему, путешествие богатыря с летящим конем. Том он проходит Амурдарью и Сырдарью, и когда он заходит к хану, там написано на кровати лежала до того сүрелі кізі қорқысты, кізі орта пюрже жоқ неме хан. Вот этот хан, когда встал, говорит, а голова быка, синего быка. А мы же все, когда проходим институтские образования, мы же Египет, когда читаем, мы же все знаем, что на той стороне был культ быков, поклонение золотому тельцу быкову, да, и вот это все было. И в наших сказаниях, опять же, вот это и есть описание путешествий богатырей. И еще, когда читаешь эпос, девушки почему-то задают такой вопрос. Когда богатырь появляется, женится, забирает свою невесту и стряхивает и превращает ее в чустюк. Вот такой чустюк, золотой или серебряный, да? Девушки всегда возмущаются и спрашивают, говорят. Вот особенно, когда мы читали Харахусхун. Харахусхун начинается с того, что 9-гранный железный столб, и на его боку белая юрта, а в белой юрте мужеского пола и женского пола ребятишки. То есть тоже нету описания родителей. Можно сказать, что саморожденные, оставленные на 3-м небе. На 3-м небе. И когда ты, конечно, читаешь и начинаешь хакасский язык, знающий же есть, да? И ты начинаешь задумываться и смотреть на это все сверху, почему именно на этом столбе 9-гранном железном? Потому что когда ось Земли и магнит бьет вот так яблоком, да, мы же все эту картинку знаем, да? Ось – это самое безопасное место. И на 3-м небе самые первые, те, которые дерзнули из великого сострадания, там, допустим, начать эволюцию на планете Земля, когда была планета молодая, когда только образовалась, и вот на 3-е небо спустились. Одни же они не могут спускаться, потому что они, естественно, еще были божественны. Они нашу атмосферу прободать, конечно, тогда еще не могли, потому что здесь планета еще сотворялась, облака были плотные, солнце еще не пробивалось, вулканы, все вот это вот. Потому что мы же все знаем, что сказание так начинается, да? То есть замешалась с серебром солнце, замешалась с золотом луна. Вот так начинается. Чисарали чирпюткенде, с медью земля зарождалась тогда, да, как обычно переводится. Ну и тогда идет описание. Сказание, когда читаешь, идет описание, информация идет сверху вниз. Первые письмена тоже ведь, и сегодня древние письмена пишутся сверху вниз. Потом было время, когда слева направо писали.
Сегодня мы слева направо пишем, справа налево, а слева направо. И когда вы читаете древние тексты, надо понимать, что, может быть, мы неправильно читаем тексты, которые были написаны справа налево. А сегодня мы по привычке своей читать слева направо читаем слова слева направо. Допустим, так, ладно, туда не буду я вторгаться. В общем, первое поколение Харахусхуна, великий ворон. У северных народов, допустим, ворон, он сразу бог и сразу демиург, всему их обучающий. У них ведь почти нет другого бога самого высшего. Они ворона почитают самым великим. У Харахусхуна конь, конечно, ну, да, с крыльями путешествует, да, где-то женился, да, где-то глуповат, женился на умной женщине, жена умная. Интересный момент, когда он возвращается, когда он в поход уходит, жена плачет. Когда он возвращается, жена опять плачет. И он думает, к моей смерти, что ли, опять ревет, сидит жена. Заходит, спрашивает, что случилось опять. Вот тоже интересно. А у второго поколения, у его сына Сарах Сарачан уже родился от Харахусхуна и дочери звезды, ребенок, родившийся от них, уже был очень хитромудрый. Он 5-месячный. Мама хотела себя зарезаться. Он 5-месячный, из живота маме говорит: не будь такой глупой женщиной, я рожусь, когда я пойду вслед отцом и возвращу его, восстановлю, оживлю. И, в общем, не надо таких делать глупостей. В общем, интересное описание. Она рождает двойню. Первым она рождает девочку. Спускает вниз вдоль столба, и там, говорит, кормила, чтобы ее никто не украл. Но все равно ее украли. Через несколько месяцев она рождает мальчика. И вот тоже такой удивительный момент. Думаешь, как это один тогда родился, второй через несколько месяцев. Ну, опять, когда включаешь науку, ты понимаешь, что девочка 7-месячная выживает, она становится вполне человеком и выживает. А мальчика, конечно, мы донашиваем, потому что почему-то мальчик сложнее строится, и даже матери, когда кормят мальчика грудью, они сложнее восстанавливаются. После девочек матери быстро восстанавливаются, а после мальчиков организм дольше восстанавливается у женщин. В общем, какие-то такие удивительные вещи. Этот мальчик обмотал себя пупом, прыгнул вниз вдоль этого железного столба, проваливается на 9-й нижний уровень земли. Там наводит разборки и хитростью. Ой, на 3-м нижнем мире есть хозяйка. Он хитростью, маленький такой, женится на ней. Хитростью отправляет ее к своей родне. В это время говорит: оставь мне ключи. А жена говорит: ты только в 9-й амбар не заглядывай, все можешь, а в 9-й не заглядывай. А он пошел в 9-й, заглянул, там нашел истинное тело отца своего. Он, конечно, выкрадывает
тело Отца истинного своего. Есть тоже очень интересное описание. Вот у хакасов есть поверье, хасхлых, да? Вот охотнику, который застрелил розовый фламинго и приносит и просит за розовый фламинго невесту, никто не имеет права отказать. Знаете почему? Оказывается. Вот здесь в Харахусхуне есть описание. Почему? Когда Харахусхун бьется, по-моему, Харахусхун бьется. Или кто? Боюсь ошибиться. Так. Уже знаете, сколько уже? В общем, знаете, какое? Когда он в битве бьется и вдруг слышит далекую песню птиц. Он взглядывает на небо, видит 2 розовые фламинго летят и несут золотой ящик. Описание такое идет. Алтынның иткін харшых ағыл бодырлар икі неме қызғылық. И он сразу понимает, что боги отправили этот ящик за ним. И когда 2 розовые фламинго опускаются, вот этот золотой ящик, открывается крышка, это гроб его. Он же божественный, он же Бог на 3-м уровне неба. Он просто свое ДНК дает на будущее, жертвует на будущее. Они вот постепенно вот так спускали, сосуд человеческий строили из своего ДНК. Почему нам все время говорят Богу подобны мы? Потому что мы из их ДНК сотворены. Они каждый из поколения в поколение. Единственное, помните, во всех эпосах есть золотые книги и серебряные книги, где есть описание, какому Аллапу с кем судьба соединится. У всех описана невеста, и тот богатырь должен был именно туда ехать, пройти все испытания, победить там всеми возможными средствами, хитростью, умом и силой, и всеми возможными средствами, но победить и взять себе в жены эту девушку. Иначе ты опять будешь наказан, опять будешь проклят. Вот такие были сложности. В общем, и вот этот ящик открывается, богатырь ложится в этот ящик, ящик закрывается, и 2 розовые фламинги улетают и говорят: вот мы уже подлетаем Пущирхуру, Чирдың, Тасхуру. Тоже вот, когда я раньше читала, тоже вот на такие вещи внимания не обращала, что это такое. Это я сегодня знаю, что Уральский хребет называется поясом земли, оказывается, каменным поясом земли, да. И они вот кричат: вот мы уже долетаем, если мы перелетим этот Тасхурды, возврата не будет. Вот такие вот. Почему, когда, значит, розовый фламинго или журавля, или лебедя подносят, это все божественные птицы, да, это значит, молодой человек приносит к тебе розовый фламинго и говорит: ты бессмертен, твой розовый фламинго убит, и он никогда за тобой не прилетит и не принесет твоего гроба. Представляете? Когда, оказывается, он подносит тебе птицу, почему никто ничего не жалеет и самую любимую дочь отдает, и все отдает? Потому что он ему бессмертие гарантирует. Я убил твою птицу, которая принесет твой гроб. Представляете? Такие великие загадки вот в эпосе. Устали? Поближе подвиньте диванчик и садитесь поближе к костру. То есть почему их сюда повернули? Там же оттуда ветер дует, а на нарах холодно. Подвигайте свои лавочки. И нема. Еще я хотела рассказать про Агоят. Недавно в телевидении Ольга Карачакова сделала передачу. Там выступали племянницы
Кадышева. Они пожили везде за границей, в Турции, везде пожили, на старости лет вернулись на родину и живут теперь в своей деревне. И знаешь, что она рассказывала? Одна из племянниц очень хорошо владеет хакасским языком и говорит: а вы знаете, говорит, что в нашем роду была какая-то бабушка, говорит, шаманка. И она, говорит, рассказывала, что вот там в каких-то скалах, в горах, саршин, говорит, у нас есть, инима. И вот та бабка, говорит, говорила: ахуядом, амданда турше. И вот когда вот про богатырских коней читаешь, и я вдруг задумалась, а что такое ахуят? И почему он должен там в горах где-то был закрытым? И в очень многих сказаниях описывается, что лошади, они даже bu üçtülük айханат, вот этот ахоят тоже в пещере закрытый, и еще его охраняет хозяин горы. Когда мальчик туда приходит, голенький и голодный, он видит, что 2 лося на шашлыке, и огромный черный человек спит у костра, и конь стоит у него, как это сказать, хвост и грива каменные. Мальчик приходит сначала, первого лося ворует, съедает, он же голодный и голый от матери, ничего не умеет самостоятельно делать. Не наелся одним лосем, представляете? Подходит уже обнаглевший, взял 2-го лося, сидит, ест. Богатырь просыпается, тот черный, говорит: тебе мама с папой, что ли, приготовили еду, что так нагло берешь без спроса и ешь. Хотел его, конечно, убить. Хотел голову оторвать, ему схватывает, тянет, он становится и выше его. Хотел вот за плечи взял, хотел разорвать, он становится шире его. И я вот когда в школе прихожу к ребятишкам, школьникам, я говорю: вы дети 21 века, вы выросли все на волшебных этих аватарах и всяких разных фильмах, жидкокристаллические всякие эти. Я говорю: из какого материала он сделан? Что он вот так и вот так растягивается, остается живым. Я говорю: это что за материал такой, биологический состав? Ну, в общем, такие интересные моменты тоже есть, и очень много... А? Что не сказали? Они думают. Они еще не изобрели этот материал биологический, понимаешь? Я говорю: ну вам над этим задуматься, потому что пока, я говорю, не увидела, как делают ваше поколение андроидов, пока, говорю, крупным планом мне по телевизору не показали. Вот кожу снимаешь, да, и там же они косточку сначала делают, потом провода проводят, потом мышцы наращивают, потом вены, сосуд. Я же так же построена. Это так удивительно стало для меня. Я думаю: господи, а я такой же сосуд. Они на самом деле построят этот сосуд? Им они же сказали 25 лет. Мальчику, который в Москве директор вот этого института, он говорит: сердце мы делаем, все научились. Мы не научились только, говорит, мозг за 8 минут вставить вот этот сосуд, потому что мозг умирает через 8 минут, да, 9 минут. Говорит, вот только вот это, говорит, как быстро его туда вставить, чтобы... И, говорит, самое интересное, мы хотим, говорит, вот вы сегодня забываете, говорит, кем вы были, когда рождаетесь, а мы хотим, чтобы он не забывал, чтобы он помнил, когда кем он был когда-то, и весь его хроника Акаши будет у него заложено. И как-то, знаете, мне очень интересно в 21 веке жить. Представляете, в 20 веке мы ничего этого не знали. Пока гаджетов не было, пока вот этого вооружения не было. Когда мы раньше, в 20 веке, пионеры со своим пионерско-комсомольским мозгом читали сказания, эпосы, мы там совсем, поверьте, другое читали. Мы там читали только сказку. Нам было интересно про этих хухотов читать, про чудовищ, про всякие путешествия. Единственное, что мы
могли поверить и увидеть летающих коней вот этих. А сегодня вот «Конек-горбунок», что фильм очень хороший снят у вас, да? А в эпосе очень много таких коняшек. Есть кони с размера зайца. И богатырь тоже зайц, очень маленький, на зайце ездит. Но когда встречает он великого богатыря, и тот богатырь говорит, смеется над ним, он говорит: а ты не думай, что ты самый великий на планете Земля, если покрупнее тебя. И если я маленький, то не означает, что у меня силы нету. И он дает ему одну стрелу свою, маленькую. И тот богатырь, когда, переночевав, утром просыпается и смотрит, под какой скалой он переночевал, выходит, со стороны смотрит, а это копыта коня. А он думал, я такой богатырь, да, самый большой, и посмеялся над этим богатырем, у которого конь зайца. И потом, когда он в битве, все его вооружение, все его силы не хватает, остается вот эта маленькая стрела вот этого богатыря, которого конь зайца. И вот этой стрелой он может победить. Он был сильно удивлен, как это маленькая стрела такого маленького богатыря имеет такую великую силу, больше, чем его и больше, чем тех. То есть вот с этой стороны сказания, конечно, тоже учит большой жизненной мудрости. Не смеяться, не гордиться, не восхваляться, не похваляться. Потому что маленькие богатыри, которые пупом обмотавшиеся, приходят, начинают биться с большими, и в битве начинают мужать, и начинают расти, и возмужают, как сказать, и начинают побеждать. Еще я хочу одну вещь сказать, что мне вот тоже интересно очень. Кто-то меня направил на Платона. Вот, Сережа, ты же философствуешь. Иногда тоже приходится, знаешь, туда-сюда звать. Кто-то направил на Платона именно на ту тему. И я там, знаешь, что вычитала? Вот ДНК, да? ДНК, вот этот спинной мозг, там же два мозга. Вот это вот скрученные змеи, две головы, да? Ну, вот рисуют Таях Моисея, да, вот также две змеи. Вот это вот ДНК, когда-то, которое может стать объединенным, потому что вначале оно было единым, потом оно разделялось. В общем, потом в будущем тоже станет единым, если, да. У Платона, когда он разбирается во всей этой, конечно, тоже во всех темах, написано, смотри, вот это ДНК, спиной мозг идет, он пишет, и в каком-то позвонке выходит, несет свое ДНК, и передает женщине свое ДНК в виде сперматозоида, и это называется не член. Мы называем спинной мозг на хакасском языке член. Он у нас звучит член. Н буква, да? И когда Платон объясняет, что он идет, вот этот член идет, и позвонок-то в каком-то месте выходит, и через этот канал передается ДНК через сперматозоид женщине, это не член, а член. Понимаешь, он буквально в прямом смысле из древних времен, с древнейших времен, буквально впрямую назван. Понимаешь? Вот так передает свой ДНК мужчина через женщину и рождает себе подобного. Точно так же в хакасском языке, допустим, оставлено на санскрите од назван од. Так же, как мы сегодня называем его на хакасском языке од. И он имеет 4 ипостаси. Есть небесный, есть белый огонь, который от воды рождается молния. Есть вот этот красный огонь, который согревает и пищу нам дает. Есть черный огонь, погребальный огонь,
который мы кормим, подносим пищу, и звучит это, когда мы кормим огонь, звучит так: од, ыс, тыс, ты, то есть зубы пламенем и дымом пережевываешь ты пищу. То есть это буквально оставлено учение. Санскрит — это же классический язык богов. И он сохранен в нашем хакасском языке, не забыт и буквально исполняется. Ыс — это дым, а есть второе значение — ыс — отправляйте. То есть ты подносишь пищу. Когда-то все творится вот в этом химическом, вот этой химической таблицей все сотворяется, да, когда в огне все элементы смешиваются, выражение нашей любви и благодарности, потом это через дым это все отправляется и доходит до точки. А еще это потому, что когда мы делаем подношение, это в огне превращается в тонкое составляющее, то есть атомное соединение меняется, он превращается в тонкую структуру, в тонкий мир. А мы же, когда, допустим, кормим погребальный или черный костер, наши ушедшие предки, они превращаются переходят в истинный мир, они в другое атомное соединение переходят, они становятся тоже тонкими, и, конечно, они твердой пищей, как мы в реальном мире 3D питаемся, не могут, поэтому мы через тонкий мир, через тонкую структуру выражаем свою любовь и почтение, и вот как-то так это все объяснено. Узалырва или еще удралырва. Они сейчас. Он биржасно, ну надо, чтобы сырхло фарвазер. А еще хочу сказать, здесь недалеко родник есть. Если есть желающие, конечно, можно до родника сходить. У нас тут есть желающие, мы завтра пойдем. Туда минут 30-40 ходьбы, обратно, туда и обратно. Сейчас идти? Нет, завтра. Завтра. Давайте сходим. Потому что Анденима, этот родник я, Хадидя, сама обнаружила в свое время. Все время туда пребывала, сама обнаружила в скале мокрое место. И потом нашла этот родник. Он постепенно появлялся. То есть он уже там течет. Рядом дерево росло. Дерево упало, из его корней в другой родник появился. И Виктор Иванович говорит, что там госпиталь. Туда все зверюшки, птицы, все приходят исцеляться. И, естественно, приходят богатыри и воины, которые омывают этим родником раны. И раны, говорит, сразу заживают, все восстанавливаются, становятся все вновь рожденными. И дальше идут становиться на границе и держать дозор.